эфире «Вечерние новости». Расскажем о главных событиях за сегодня. С вами Василий Радченко. Смотрите в программе. Сделать показатели выше среднероссийских и обеспечить инвестиционную привлекательность. Владимир Путин подписал указ о развитии Дальнего Востока. Эпидситуация в регионе остается стабильно напряженной. За сутки выявили более 60 больных коронавирусом, 50 из которых в столице. Выплаты по 5000 рублей начали поступать на счета выпускников 11 классов Якутии. Владимир Путин подписал указ о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока до 2024 года. Согласно документу, правительству страны поручено обеспечить превышение среднероссийских темпов роста качества жизни населения. Пройдет это по нескольким направлениям. Продолжительность жизни должны увеличить не менее чем на 5 лет. Снизить смертность трудоспособного населения не менее чем на 35% и увеличить годовой объем жилищного строительства в 1,6 раза. Повысить должны и темпы роста экономики. Это планируется сделать за счет увеличения объема накопленных инвестиций до 800 миллиардов рублей. Создание не менее 200 предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток, а также создать не менее 30 тысяч новых рабочих мест. Основной задачей указа является прежде всего развитие Дальнего Востока не в целом как макрорегионов и прежде всего и закрепление людей. Поэтому первая задача – это, конечно же, непосредственно увеличение количества жителей, а соответственно увеличение среднего коэффициента рождаемости. В указе, на что бы я хотела обратить внимание, на то, что поставлены четкие сроки. Указ имеет сроки до 2023 года и 2025 года. Определены позиции, связанные с во сколько раз должно быть увеличена продолжительность жизни. Продолжительность жизни должна быть увеличена на 5 лет. И, соответственно, определены, во сколько раз у нас должно уменьшиться количество аварийных наших учреждений социальных, таких как учреждения здравоохранения, учреждения культуры, учреждения образования в 2 раза до 2025 года. Глава республики Айсен Николаев сегодня находится с рабочей командировкой в Нерюнгринском районе. Он проверил ход реконструкции здания аэропорта. Также глава ознакомится с ходом реконструкции водопроводной насосной станции и асфальтированием участка автодороги в поселке Чульман. Нерюнгри – один из центров экономического роста республики, и этот рост должен сопровождаться улучшением транспортной, социальной инфраструктуры. Сегодня в Южной Якутии активно проводится комплексная модернизация аэропортовой инфраструктуры. Многие не верили, что такой объект вообще у нас может быть построен, но мы сейчас убедились, что работы начались, все идет строго по графику. Из 1,5 миллиарда 700 миллионов рублей, которые должны быть освоены в этом году, уже освоено свыше 550 миллионов рублей. Все идет четко по графику, и я убежден, что в сентябре 2022 года, как у нас установлено всеми нашими договорами, в Нерюнгри появится на самом деле аэровокзальный комплекс международного уровня. Айсен Николаев посетил горно-обогатительный комплекс Инаглинский, приоритетный проект развития Дальнего Востока России. Были оценены строительные работы фабрики Инаглинская-2, проектная мощность которой 12 миллионов тонн угля в год. К сожалению, пандемия коронавируса немножко оттянула срок ввода фабрики и шахты в строй. Вместе с тем мы уверены, что уже в августе работы будут окончательные по наладке оборудования закончены. И, конечно же, это долгожданный для Нерюнгри, долгожданный для республики, в целом для угольной промышленности нашей России объект уже вступит в работу. И, конечно же, это плюсом пойдут и налоговые отчисления в бюджет и Нерюнгри, и Республики Саха-Якутия, и Российской Федерации. Ну и, конечно же, это долгие десятилетия работы в целом для Нерюнгринского района. Благодаря федеральной программе в прошлом году были начаты работы по модернизации Нерюнгринского городского водоканала, на что было выделено более 400 миллионов рублей. Реконструкция объектов водоканала, несмотря на пандемию, идет по плану. Первые 2 этапа программы будут завершены к концу года. Контейнера рабочие каждый день. Отгрузка продукции идет на объект, и на каждых 3 объектах свой склад временного хранения. У нас нет центрального склада, каждый по объекту. В
столице Южной Якутии глава республики с рабочей группой посетили детскую поликлинику, где осмотрели ремонт внутреннего помещения и облицовки фасада здания. По плану мероприятий социального развития центров экономического роста на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 182 миллионов рублей. Сейчас реконструкция детской поликлиники уже на завершающем этапе. И я вижу, как вот буквально за 2 года она уже преобразилась. Одна часть уже полностью как бы сделана, так сейчас делается вторая часть. Уверен, что до конца года мы решим еще вопросы по дальнейшему финансированию. И у нас к концу года здесь есть новой современной мебелью, медицинским оборудованием. Замечательный объект, который позволит качественно улучшить медицинское обеспечение детского населения Нерунгри появится. Торжественным моментом визита стала закладка камня на месте строительства жилого дома по улице Южноякутской в Нерунгри. 2 новых дома на 40 и 100 квартир появятся на месте снесенных и сгоревших аварийных домов. Нерунгри продолжает участвовать в программе переселения. В настоящее время подрядчик ожидает снятия ограничительных мер, после чего строительство вступит в активную фазу. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерунгри. Более 60 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки в Якутии. Об этом сообщила вице-премьер региона Ольга Балабкина в ходе брифинга по эпидситуации сегодня. По республике зарегистрированы 62 случая заболевания, из них 51 в Якутске. Отдельные случаи зафиксированы в Чурапчинском, Ленском, Верхоянском и Кобяйском районах. За весь период пандемии в Якутии официально подтверждены 4075 случаев заболевания COVID-19. В Мирнинском районе статистика по заболеваемости остается прежней. С начала пандемии зарегистрировано 147 случаев, 58 человек выздоровели. За последнюю неделю отмечается тенденция заражения. COVID-19 передался покупателям продуктовых магазинов, не соблюдающих режима безопасности. К сожалению, в последнее время наблюдается тенденция, я как-то озвучил, что у нас было количество росло заболевших среди продавцов магазинов, то теперь растет количество людей, покупателей, которые приходят в эти магазины и не соблюдают элементарные режимы, то есть масочный режим, режим социального дистанцирования, не носят перчатки, и когда уже выясняют, откуда они могли получить вот эту инфекцию, получается, что они были только на работе, только дома и по пути заходили в магазины. Некоторые, конечно, сейчас призывают вводить строгие ограничительные меры, карантин в том числе. Другие до сих пор считают, что коронавируса нет и это мировой заговор. Но, тем не менее, те люди, даже которые выступают так, а потом оказываются в больнице, меняют резко свое мнение об этом заболевании. Я еще раз прошу всех жителей Мирнинского района элементарно соблюдать масочный режим, перчаточный режим, режим самоизоляции и социального дистанцирования. Около 800 иногородних детей прибыло в Хангаласский район на летние каникулы. Больше всего в Качекатский наслег – 171 ребенок. Напомним, 15 июня глава СН Николаев подписал указ об обязательном медицинском наблюдении детей, выезжающих на лето в районы республики. Родителей или законных представителей обязали уведомлять местную администрацию о прибытии иногороднего ребенка для установления за ним двухнедельного медицинского наблюдения. В Хангаласском районе реестр иногородних детей ведут оперативные штабы при наслегах. Все данные затем направляются в районный оперштаб. Родителям или законным представителям для внесения в реестр необходимо предъявить свидетельство о рождении или же паспорт несовершеннолетнего. В течение 2 недель за ним будут наблюдать медики. В случае, если у него проявятся симптомы ОРВИ, будут приняты соответствующие меры. Здесь нужно, конечно, законным представителям и родителям проявлять самосознательность. Это прежде всего в целях безопасности их же детей, также в целях безопасности всего населения, куда прибывает такой ребенок. Это вот такие ограничительные противоэпидемические меры, которые должны обязательно соблюдаться в период повышенной готовности. СН Николаев обратился к якутянам. На этот раз темой обращения стало голосование по поправкам в Конституцию России. Глава отметил, что многие не осознают всей важности необходимости поправок. Находят в тексте иной смысл, запутываются сами и при этом запутывают других. Поэтому СН Николаев напомнил об истории принятия первой редакции главного документа страны, в каких условиях он принимался, что изменилось с тех пор и почему не получится продолжать строить государственность по старым канонам. Впервые в Конституции будет гарантировано уважение и защита человека труда. Забота о старшем поколении, об инвалидах, о малоимущих гражданах станет неукоснительным обязательством государства. Семья – главный смысл жизни каждого из нас,
будет защищена новыми положениями Конституции. Всестороннее развитие наших детей, воспитание в них патриотизма, гражданственности, уважения к старшим провозглашается государственным приоритетом. Этого нет ни в одной стране мира. Важно, что никакие экономические потрясения теперь не смогут влиять на уровень социальной поддержки людей. Тем временем досрочное голосование по поправкам в Конституцию России продолжается. Избирательные пункты работают по новому времени. Теперь граждане могут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Кроме того, отдать свой голос можно, не покидая квартиры. Для этого необходимо оставить заявку по телефону горячей линии и пригласить волонтеров избирательной комиссии. На своем избирательном участке мы со всей семьей, с детьми, с внуками пришли, проголосовали и поддержали на народном голосовании нашей Конституции, Конституции Российской Федерации. Конституция – это тот основной закон, на котором мы, опираясь, живем и развиваемся. Сегодня есть определенные вопросы, которые вызвали дискуссию, о чем я тоже своему народу объяснял. Здесь заложен механизм все-таки, кто является государствообразующим народом. Мы должны этот исторический факт подтвердить, что все-таки Россия, она образовалась вокруг русского народа. Русский народ создавал это государство, потом расширялось. Поэтому этот момент зафиксирован, и не более. И не надо путать это с вопросом языков, потому что по языкам есть другие статьи, которые гарантируют равноправность языков на всей территории России. Далее есть вопрос о обнулении сроков президента действующего. Здесь тоже не надо обострять и как-то руководствоваться эмоциями, потому что речь идет о том, что мы просто этому обнулению даем право, возможность действующему президенту участвовать на выборах или не участвовать. Потому что если бы он хотел сам в свое время, если поставил бы перед собой идти на выборы третий срок, то он бы автоматически решил этот вопрос, и приняты бы другие законы, но он это не сделал. Он абсолютно правильно действует. Все остальное направлено на поддержку жителя Российской Федерации. И об этом люди прекрасно знают. Поэтому я прошу эту Конституцию поддержать. Для жителей же частного сектора были организованы специальные мобильные пункты голосования. Я решил досрочно проголосовать за поправки Конституции Российской Федерации. И, конечно, место выбрано на природе, очень хорошее, чтобы не создавать толкучку за несколько дней. Во время пандемии никакой опасности, поэтому, конечно, будет проголосовать одно удовольствие. Впервые в жизни, наверное, так проголосую под открытым небом. Хотелось бы сразу отметить, что очень хорошо соблюдается санитарная безопасность. И есть маски, и есть перчатки, и люди в соответствующих халатах, и руки дезинфицируют, и температуру измеряют. Вообще очень хороший подход именно к жителям города Якутска. И хочется поблагодарить организаторов голосования за такой подход в это очень непростое время. Сегодня выходной день, и есть возможность прийти и проголосовать за изменение в Конституцию. Это очень удобно, очень хорошо, и это происходит по всей стране. Раньше, конечно, мы такой возможности не имели. Что касается самого текста изменений и поправок в Конституцию, я думаю, что у нас была возможность, очень хорошая возможность, очень подробно, детально ознакомиться, свое мнение хорошенько выработать и даже, допустим, с друзьями, с родными посоветоваться. К другим событиям. Общероссийский выпускной 2020 проходит онлайн сегодня. Место встречи – социальная сеть ВКонтакте. С 18:00 по якутскому времени бывших школьников поздравляют выдающиеся педагоги, директоры школ, ректоры вузов, родители из разных регионов, профильные министры и сам президент. От Якутии к поздравлениям присоединятся глава СН Николаев, министр образования и науки региона Михаил Сивцев, выпускники и представители родительского педагогического сообщества. В
В программе мероприятия также истории школьников, победителей олимпиад и всероссийских конкурсов и выпускников. Кроме того, в социальной сети «Одноклассники» пройдет самый массовый в истории групповой видеозвонок с педагогами. В нем одновременно примут участие 100 учителей. Состоится праздничный концерт с участием звезд, а вечерняя программа выпускного завершится традиционным фестивалем «Алые паруса». Порядка 8 тысяч выпускников республики получили выплаты в размере 5 тысяч рублей. Напомним, ранее в ходе своего обращения к якутянам Айсен Николаев сообщил, что одна из главных задач на сегодняшний день является успешная сдача выпускниками единого государственного экзамена. О том, на что потратят выпускники полученные деньги, в материале Саргаланы Неустроевой. Этот учебный год выдался особенно тяжелым для выпускников. В конце зимы многое из учебной программы было упущено из-за вспышки кори. Позднее свои коррективы в учебный план внесла коронавирусная инфекция. О том, как в нынешнем году будет проходить сдача ЕГЭ, рассказал министр образования республики. Необходимо в первую очередь соблюдать социальную дистанцию. Необходимо организовать термометрию участников до начала проведения и после проведения экзамена, каждого экзамена. Необходимо выполнить мероприятие по дезинфекции помещения. Необходимо также в каждом пункте проведения экзамена обеспечить наличие антисептиков, обеззараживателей воздуха. Окончание школы – важный этап на пути взросления. Без поддержки не только близких, но и государства в этом году выпускникам пришлось бы нелегко. Полученные выплаты некоторые дети планируют потратить не только на учебу, но и на личные нужды. Наши выпускницы получили денежное пособие, чему были очень рады. Одна Людмилка хочет потратить на обувь крутую, а Ольга, она хочет купить себе одежду. Когда мы узнали о финансовой поддержке, мне кажется, каждый выпускник был очень удивлен, причем удивлен приятно. Ведь очень здорово осознавать, что наше правительство так заботится о выпускниках школ, особенно в это тяжелое время. Свою выплату я уже потратила и приобрела принадлежности для черчения, поскольку я очень хочу стать архитектором. Хочу поблагодарить за социальную выплату главы Республики Саха-Якутия. Я потрачу эту сумму, когда поеду поступать в вуз. Помимо выплат, каждый выпускник получил СМС-поздравления от главы республики Айсена Николаева. Такой жест общественность восприняла на ура. Всегда приятно услышать слова поддержки в непростое время. Такие слова в такой сложный для нас момент очень нам нужны. Большое за это спасибо нашему Ильдархану Айсену Николаеву. Первые экзамены начнутся уже 3 июля. Для тех же, кто не сможет сдать ЕГЭ в основные даты, предусмотрены и резервные дни – 24 и 25 июля. Сейчас остается только пожелать выпускникам удачи. Ведь самое главное – дать достойный старт на пути перед новым будущим. Саргалана Неустроева, Якутск. Культурно-просветительский центр откроют для жителей Алдана. Воплотил его в жизнь местный приход, а осветил архиепископ Якутский и Ленский. Руслан Павлов подробнее о том, какая задача возложена на центр. В условиях пандемии и повышенных мер безопасности все мы испытываем дефицит эмоций и положительных ощущений. Однако любые нововведения придают нам сил и общности в достижении отличных результатов. Здесь будет активная вся молодежь заниматься и военно-патриотическим воспитанием, и цифровой, и журналистикой. И надеюсь, что это дополнительно педагоги будут наши, алданские, понимаете, они и там учат, и здесь будут учить. А наши учителя учат только доброму, родители будут здесь. И, отличный объект, который, правда, с задержкой, но все равно мы его вели, и сегодня радостное событие на территории. Алданское благочиние активно внедряет различные проекты в Алданском районе. В зоне особого внимания – подрастающее поколение. Поэтому для более успешной и продуктивной работы необходимо было возведение многофункционального центра, который смог бы в себя включить всевозможные направления и которые были бы полезны для людей разного социального достатка и возраста. Он очень значительный, потому что он особенно будет воспитывать и формировать детей и молодежь. Но от этого, что вложим до этих детей, воспитание и духовный вклад, оно потом вернется и для семей, и для церкви, и для страны. Многофункциональный центр осветил епископ Якутский и Ленский Роман, который специально приехал по данному случаю. Он выразил уверенность, что центр станет еще одним оплотом единства алданского населения. У церкви достаточно богатый опыт в разных
разных областях, и просветительской, и социальной, и духовно-попечительской, и душевно-попечительской. Все это будет возможно и уже реализуется в храме и в новом духовно-просветительском центре, который носит имя великого подвижника церкви русской митрополита Иннокентия Вениаминова, нашего родного святого. Новая культурно-просветительская площадка наполнит себя множеством направлений, от духовно-патриотического воспитания до научно-практической работы. Команда центра уже насчитывает около десятка учителей и педагогов. К сотрудничеству будут приглашаться специалисты из Якутска, Москвы и Санкт-Петербурга. Храм культуры в храме веры будет способствовать консолидации общества и его духовного просветления. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. На этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.